Николаев, который является президентом Федерации спортивной борьбы нашей республики, добился, чтобы Кубок мира 2019 года прошел в городе Якутске. Я думаю, это мы оценим еще позже. Сегодня кажется, что это вот мероприятие международное. Может быть, Якутия маленько избалована большими крупными комплексными мероприятиями международного масштаба. Но тем не менее, лично я считаю, что это одно из самых крупнейших спортивных баталий мира. Сегодня, пользуясь моментом, мы проведем презентацию наших наградных медалей. Они, в принципе, очень интересные. Исполнены в виде стилизованного чарана, который вы продали из чарана. В то же время она символизирует якутский узор. И по дорогах к победе обозначена медалями, флагами объема мира борьбы Республики Саха-Якутия, России, страны, где проводится дизайн Дианы Байшевой, сотрудника Республиканского центра национального вида спорта, а предварили его компания, ювелирная компания «Артстоун», город Москва, директор Михаил Пахомчев. Я думаю, вот еще мы вернемся к этой истории. Ну а сейчас, дорогие друзья, прошу задать ваши вопросы нашим друзьям, готовьтесь. Я хочу предоставить слово Рудике Марии Якши. Пожалуйста. Так, перевод же носите. Sorry, but I didn't understand at the beginning that he told me to speak. Она извиняется за то, что она не очень поняла о том, что говорила в начале речи. Thank you. Спасибо. First of all, I want to say welcome to all the journalists and media who arrived for this press conference. В первую очередь она хочет поблагодарить всех журналистов и представителей СМИ за то, что подошли на эту конференцию. Thank you for coming. I think it's a big job for you because we have a very good product. We will have a very nice competition, and it's the work of media to show to the people this product. Она благодарит за эту работу, так как она считает, что это соревнование очень важно, и работа журналистов очень ответственна в том плане, чтобы рассказать и показать как можно большему количеству людей. I think it's this World Cup is very important for the land of Yakutia, because I remember that you have very good freestyle and Greco-Roman wrestlers in the past. Я думаю, что этот Кубок мира очень важен для Якутии и для жителей Якутии, так как вольная борьба испокон веков была очень важной для нас, для нашего народа, и у нас очень много знаменитых спортсменов и история вольной борьбы. Очень богата. I want to thanks to all the Russian Federation at the beginning, to President Maniashvili, and of course to all the authorities of Yakuts who do a big effort to organize this World Cup. Я хочу поблагодарить Российскую Федерацию вольной борьбы и всех якутских представителей за эту огромную работу и вклад для проведения организации этого турнира. I've been here for the first time 2 years before, and I was surprised when I visited the big sports hall about the facilities which they have. Yakuts, it looks like a small city, but they have a very big, very nice sports hall, and I want to congratulate you. I was really surprised. Впервые я здесь побывала 2 года назад, и я действительно была удивлена, насколько развито здесь спортивные сооружения. Несмотря на то, что Якутск небольшой город, кажется, как небольшой город, но спортивные комплексы на высочайшем уровне. И она хочет поздравить за это. And I want to wish to the
Department of Sports, of Ministry of Sports of Yakutsk, and to everybody from here, success in the future, and to continue to support wrestling like you do until today. Она хочет поблагодарить и пожелать удачи Министерству спорта, министру спорта и вообще всем, чтобы мы так же, как и сейчас, продолжали уделять такое внимание и для развития вольной борьбы. Спасибо. Родика Мария, она у нас уже не первый раз в Якутске. Все наши объекты посетила, посмотрела. Я очень удивился, когда она посещала Республиканский центр национального вида спорта, прямо села за доску упора и начала перетягиваться там. Это, наверное, показывает мне боевой общительный характер. Так, ну теперь разрешите предоставить слово президенту Судейского комитета Мирного мира борьбы господину Сильвестру Антонию. Thank you, Sasotye, and we are very happy to come here to Yakutsk to visit here this very nice place, and congratulations for all person, for all dirigents, and also all volunteers. We saw they are very friendly, very happy, and that will be a big festival for the wrestling family on this weekend here. I know it's very cold outside, but I'm sure on the mat will be very hot, because we will have very attractive wrestling, very offensive wrestling, and freestyle we will have very good situation. When we saw Budapest, the World Championships, when we saw we not change the rules, and that is a good signal for wrestling, for the coaches and wrestlers to prepare now the teams and wrestlers for the Olympic Games in Tokyo 2020. В общем, в первую очередь он хочет поблагодарить всех за то, что он сюда приехал. Несмотря на то, что у нас погода холодная, но он уверен в том, что борьба будет очень горячая и жаркая. Мы увидим замечательные схватки. И он хочет поблагодарить всех за организацию на таком уровне. И он также сказал отдельное слово о волонтерах, которые очень доброжелательные. И всех он благодарит. So we have 18 referees here. This morning we have also a small culture program. We visit the Ice Museum, and in the afternoon we will have also the referee clinic. Приехало 8 судей, и несмотря на короткое время здесь в Якутске, у них очень обширная культурная программа, и с утра они уже посетили музей, ледяной музей, и после обеда они должны тоже посетить различные мероприятия. And for us, referees is the best when the shows make the wrestler on the mat, and all journalists can show in television or in the newspaper good actions and good situation. Then we will be everybody happy, and I'm sure we will work with all coaches and wrestlers and referees together. And I wish this competition, especially my friends from Yakutsk, good luck, and we will enjoy together this very nice Freestyle World Cup 2019. Он уверяет, что судейская коллегия будет работать на самом высшем уровне, и он рад тому, что очень хорошо освещено это мероприятие, очень много журналистов, и желает особенно всем, и особенно нашим якутским спортсменам удачи, и надеется, что мы все получим огромное удовольствие от этих выходных, от замечательных соревнований. Спасибо, господин Антония. Будем надеяться, что будет очень четкое и объективное судейство. Но сейчас разрешите слово предоставить председателю юридической комиссии Мирного мира борьбы, генеральному секретарю Молдавского олимпийского комитета Верче Таранову. Спасибо. Для меня большая честь, что я имею возможность быть с вами. Первым я хочу благодарить Российской Федерации по борьбе. Хочу благодарить Михаила Ивановича, президент Федерации. Я чувствую очень счастлив и рад, что с вами. Раньше я знал очень мало о Якутии, сейчас
Мои знания очень большие, и я удивлен, что вы сделали, и что вы делаете не только в спорте, а вообще. Я надеюсь, что вы проведете отличное это соревнование, это очень интересный кубок, и надеюсь, что будет все лучше. Желаю вам удачи и надеюсь, что все будет в порядке. Спасибо. Спасибо. Сейчас слово предоставляется генеральному секретарю Национальной федерации борьбы США Ричарду Бернеру. Thank you. On behalf of United States Wrestling Federation and our team that's here, and also on behalf of the visiting countries from around the world, I want to say thank you for the wonderful hospitality. От лица Национальной федерации борьбы США и от всех делегаций, приехавших, он хочет поблагодарить за невероятное гостеприимство и теплый прием. It's an incredible honor to be able to compete in such a historic location. Obviously, the Yakuts is a bit of a heartbeat for the sport of wrestling, and it's an honor. Our athletes are excited about the competition and really somewhat awestruck by the history that exists in this city and in this region. And we are very excited about the upcoming competition. Он считает, что это невероятная честь соревноваться на таком историческом месте, и они очень ждут с нетерпением начала соревнований. Спасибо. Ну, сейчас слово предоставляется главному тренеру сборной России по вольной борьбе Забалату Кидееву. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно вас всех здесь видеть. Очень приятно находиться самому на открытой земле. Сегодня приехали все команды, самые сильные. И наша страна была всем возможна, чтобы все страны приехали, чтобы все были в одинаковых условиях сопровождения, всем вызывали. И наша задача заключается в том, чтобы на высочайшем уровне провести Кубок мира. И пользуясь случаем, я бы хотел слова благодарности сказать Михаилу Минашвили, что сегодня мы находимся в Якутии, первый раз в истории дали возможность этой республике, у кого такой богатый опыт, столько великих спортсменов, как рядом Виктор Лебедев, братья Хантоевы, Павел Пенигин, Роман Дмитриев. И сегодня и в нашей сборной команде тоже в состав попали ребята, выходцы из Якутии, это и Рассадин, и Петрин, и другие ребята, которые в прошлом боролись и сегодня являются тоже и специалистами, помогают, поддерживают и Якутию, и сборной команды России. Что я хотел сказать, что все команды приехали, мы прямо с аэропорта чувствовали вот этот теплый прием, начиная с рекламы, начиная с баннеров, сопровождения, и чувствуем этот гостеприимный край, как Якутия. Я думаю, что здесь будут очень яркие схватки, и сегодня на самом деле то, что дали возможность, что все страны приехали, невзирая на политические моменты, сегодня все здесь, потому что спорт всегда должен быть вне политики, как я думаю, и должны спортсмены между собой всегда разбираться о том, как. Поэтому вам большое спасибо. Братья, я буду, что все условия создали, что сегодня все находимся здесь. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием мы на них тоже ответим. Спасибо, Антон Андреевич. Так, пока, прежде чем перейти к вопросам, я хочу сказать, что наши болельщики тоже готовы во всей оружии. Для них подготовлены такие браслеты, которые будут надевать на руки, и они будут светиться, и они будут помогать в церемонии открытия и поддержки команд. Ну, кроме этого, каждому болельщику будут розданы атрибуты болельщика, разные шарики, флотки, печалки, и они будут поддерживать команду. Ну, в Якутии народ разбирается в борьбе, я думаю, они будут
болеть за хорошую борьбу. Ну а сейчас я еще хочу до наших журналистов довести, что самые экономные команды, которые к нам проехали по составу спортсменов, это Куба, Турция и Грузия. Они имеют по 10 спортсменов. У меня в пресс-релизе есть информация, что в Турции вообще в составе 9 спортсменов. Более такие внушительные составы у нас, конечно же, команда сборной России, 20 спортсменов. Так, Монголия 17, ну и Япония 13. И Соединенные Штаты тоже полная боевая готовность, 20 спортсменов. 12. 12 спортсменов? Ага. Ладно, да, 11 спортсменов. Да. Бороться никто не хочет. Да. Но, тем не менее, мы по средствам массовой информации знаем, любители борьбы знают, что приехали самые сильнейшие и ждут, не дождутся. К слову, надо сказать, что билеты у нас по электронной продаже разлетелись за 1,5 часа, билетов уже не было продажи. И сегодня самый такой актуальный вопрос, а нет ли у тебя билетика на борьбу? И все говорят, нет, только у меня свой билет. Так, товарищи журналисты, давайте, настал ваш черед, давайте, пожалуйста, ваши вопросы, любому вам участнику пресс-конференции. Здравствуйте, Александр Васильевский. У меня вопрос к Малату Ильичу. В составе сборной 20 борцов, есть основные и, наверное, запасные, да? А как будет определять состав на тот или иной поединок команды? Ну, почему мы 20% привезли, почему на Кубке мира всегда двойной состав избирают, чтобы с учетом того, что независимо от того, с какой командой мы будем встречаться, а с Америкой, или с Кубой, или с Турцией, не важно. Ну, чтобы молодым спортсменам тоже дать возможность, шанс, чтобы они тоже проявили себя. Где можно будет, там есть у нас и забочки, к сожалению, у нас Садулаев травмировался последний день схваток, поэтому пришлось его заменить с Магомедом. Но а так, сейчас у нас есть в команде чемпион мира, с забочиком, и в зависимости от того, с какой командой будем выступать, мы уже понимаем, где надо усилиться, а где надо дать возможность молодым спортсменам, чтобы они тоже проборолись, раскрылись и проявили себя. Ну, все зависит от этого. Тренерский совет собирается, кто с кем борется, мы смотрим фамилии, уже исходя от этого будем уже принимать решение, кого на какую схватку и с какой командой ставить. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Так, еще есть у кого-нибудь вопросы? Или всем все ясно? Ясен расклад. Так, у нас в первом круге встречается, на ковре А встречается Россия-Куба, а в это время на ковре Б встретится команда, сборная команда Японии и Турции. Это начальные схватки. Далее у нас Соединенные Штаты Америки и Грузия, и Иран, Монголия. Так, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, о культурной программе и волонтерской составе и какие, может быть, дополнительные мероприятия. Так, у нас в каждой команде подтверждена шефская организация. Все они встретили своих подопечных, составили для них свою культурную программу, должны показать нашу самобытную культуру, нашу экзотику, наши интересные места, музеи. Но кроме этого, значит, у нас само открытие тоже будет в таком национально-этническом стиле открытие. Ну, конечно, по регламенту. Вы все прекрасно знаете, что будет прямая трансляция не только на нашу республику, но и на все страны. Сигнал будет подаваться на спутник, оттуда будут распространяться по всем странам. И надо понимать, что мы все с завтрашнего дня будем в прямом эфире во всем мире. Поэтому и наша культура, и весь наш сценарий расписан по минутам, мы должны четко отрабатывать, как
часы как механизм, который должен идти четко. Так, по волонтерам у нас задействовано более 100 волонтеров, если быть точным, 107 волонтеров. Они распределены как атташе по командам, они работают с судейской бригадой, они работают как живые указатели, они работают с зрителями по рассадке, ну и сопровождающими в автобусах и как гиды. Так, еще вопросы, пожалуйста. Вопрос скорее вам. Про медали можете еще рассказать? Как дизайн медали и из чего состоят медали? Так, ну медали, значит, как вы знаете, у нас, я сказал, в национальном стиле. Это на первый взгляд кажется, что это якутский орнамент, но как оно есть, он стилизует наш гостеприимный чарон. So the medals are made in our Saha ethnical style. Charon symbolizes the warm welcoming, and Игра. Так что, кто что взял, то и получит. Уже очень правильный расклад, по-моему. Так, и значит, так, ну вот, значит, дизайнер Диана Байшева, она последний год разрабатывает наградную атрибутику практически по всем нашим крупным мероприятиям. И работает совместно с ювелирной компанией «Артстол» в Москве. И у них получается очень четкое притворение в настоящий образ дизайна Дианы Байшевой. И сегодня мы имеем такой эксклюзивный, с очень красивым дизайном медаль. Здесь написано 16 марта, и с какой-нибудь стороны не посмотреть по дате, она все прописана четко. So the medal was designed by Diana Baisheva with our jewelry company Artstone. It's in Moscow. So on the medal you can see from all the sides the dates of the tournament, 16, 17 March. And да, ну и выбраны борющиеся медведи. Я думаю, они как раз символизируют силу и доброту борца и символизируют Россию и Якутию. So on the medal you can see two battling bears. So they symbolize power and friendliness of the wrestler, and also Russia and Yakutia. Я буду, что с вами? Вопрос задайте, что случилось? Вячеслав Абусаломов, Федерация спортивной борьбы России. Завод Ильич, вот, несмотря на заявленную цель победы в Кубке мира у себя в стране, тем не менее за несколько дней до старта выбывает главный лидер, ну и капитан сборной Абдулашис Абдулаев. Сильно ли вам спутала карта в это вот выбывание? Сильно ли что? Сильно ли спутала карты при подготовке к турниру это потеря? Ну, я думаю, там на самом деле наш Рашид, он является локомотивом нашей сборной команды, и он является нашим капитаном сборной команды. Конечно, хотелось бы, чтобы он был сегодня здесь рядом с нами, но, к сожалению, получилось то, что получилось. Но я не буду сейчас говорить все вот эти все моменты. Ну, конечно, когда капитан команды и лидер в команде, это совершенно другой дух, другое ощущение. И на него еще не двойная ответственность. Почему? Потому что он капитан команды. Ну, к сожалению, его сейчас нету, но его заменил молодой спортсмен, Магомед Образцов. А место капитанства занял такой же чемпион мира, но, к сожалению, пока еще не олимпийский чемпион зовут Седак. Но я думаю, что все команды, которые приехали на данный момент, я практически прошелся по спискам, и я думаю, что без Абдулаева тоже здесь остался. Ну и вопрос по акклиматизации
Успели ли акклиматизироваться за 2 дня, учитывая, что сборная России в таких условиях выступает у себя в стране первые 6 часов разницы с Москвой? Я могу вам сказать, что на сегодняшний день то, что первые для нас открытие и праздник, это то, что Кубок мира проходит вообще в Якутии. Потому что в истории Советского Союза и Российской Федерации в Якутии такое большое мероприятие никогда не проводили. И то, что я смотрю, как все организовано, и как все по мелочам все расписано, и как с каждую делегацию встречают, каждую команду встречают, каждому внимание уделяют. Я думаю, что такой организации я давно не видел. И независимо от того, что не хочу, знаешь, из-за того, что это проводят здесь в России, не из-за этого. На самом деле, ребята очень сильно потрудились, поработали, и сегодня я думаю, что до мелочей все рассчитали. Вопросов вообще никаких не будет. То, что сейчас вот сегодня наш министр сказал, что единственная проблема есть, то, что билетов нет. Если раньше говорили в Якутии, бриллианты есть, а сегодня говорят, билеты есть. Поэтому я думаю, что те, которые должны попасть в зал, они все попадут, а то, что каждая команда кого привез и какие цели, задачи, я думаю, что они все должны были быть реализованы. То есть, говоря другими словами, якутское гостеприимство нивелирует все минусы акклиматизации? Ну да. Я думаю, что если вот так, то, что сейчас вот логистику прочитали, кто какой состав привез и сколько спортсменов привез каждой весовой категории, ну, это тоже дает о себе знать, потому что сборная команда, как хозяева, принимающая сторона, привез 20 спортсменов. Почему? Потому что дать возможность молодым спортсменам, чтобы они проборолись все со всеми иностранными спортсменами, с кем не будем стенка на стенку встречаться. И я думаю, что на этих соревнованиях, чтобы появились и новые имена тоже. Поэтому вот таким составом мы приехали. Спасибо. Здравствуйте. Можно я задам вопрос? Да? Якутское информационное агентство. Замолодович, нас всех очень интересует, каковы шансы увидеть все-таки на ковре 2 наших вольников, Яна Тютрина и Виктора Рассадина. Вы можете прокомментировать, будут все-таки вместе партнеры? Я думаю, что я-то думал, что все 20 спортсменов, они все наши. Да, но тем не менее. У нас в команде немцев нету. Мы если немцы тоже в России родились, они все равно наши. Да, ну, что я могу сказать? Я же уже говорил, отвечал на этот вопрос, что все зависит от того, с какой командой будем встречаться и где понадобится. Там будет больше дадим, конечно, шанс местным спортсменам, которые выходцы из Якутии, чтобы удовлетворить болельщиков из Якутии. И это очень важно и для нас тоже, потому что столько сил они вложили, столько энергии, столько сделали, чтобы мы хотим тоже, конечно, со своей стороны обрадовать наших якутских и российских болельщиков, чтобы побольше шанс дать, конечно, и Рассадину, и нашему Тютрину. А со сборной какой страны вы хотели бы встретиться в финале? С какой страной? Ну, по большому, если вы там взять, нам все равно, с кем встречаться, надо просто побеждать и все. Да, нет, дело не в этом. Пока еще медаль здесь, его надо еще заслужить забрать. Поэтому мы всегда с уважением относимся к всем сборным командам, и к Америке, и Турции, и Грузии, Иран, ну, ко всем командам, которые сегодня это самые сильные команды в мире. И мы всегда уважительно относимся к нашим соперникам. Мы на ковре соперникам, соперники, а за ковром всегда друзья, родные, близкие люди. Поэтому и славится наша дружба во всем мире. И все хотят быть не футболистами, а именно борцами. Из-за нашей дружбы. Спасибо. Федор Агафеев, газета «Крым». Я хочу задать вопрос господину Ричарду Бендеру. Вот в Америке с 1973 года по 1992
первый год в городе Толедо целых 18 раз проводились Кубки мира, а потом 90-е годы тоже, вот, да, разные города, Спокан, Стилвотер и так далее. И, я хочу спросить, почему так долго в Америке проводились Кубки мира, почему Соединенные Штаты Америки, в кавычках, монополизировали так долго Кубок мира? Спасибо. His question is about the World Cup tournaments held in Toledo, in the United States, within the period from 1973 to 1991, and also most of the 90s. So he's asked, why did the United States kind of monopolize the wrestling competitions? Well, I think our founding fathers for the World Cup envisioned much of the same vision that Pierre de Coubertin had when he envisioned the modern Olympic Games, and that is to use wrestling as a way to better mankind. And I think the team format provides a very unique opportunity for countries to participate, not just individuals. То есть он считает, что еще в то время у них был взгляд на вольную борьбу, наверняка такой же, как и у нас здесь, то, что вольная борьба и этот формат соревнований в командах дает возможность для того, чтобы улучшить человечество, как он сказал. The World Cup really is one of the true spectator events in the sport of wrestling. Our individual world championships obviously are very important, but this provides our spectators with an opportunity to enjoy wrestling over the course of a couple days and not over the course of a week. And I think it provides an opportunity for countries to compete and not just individuals. То есть он считает, что Кубок мира, в отличие от чемпионатов мира, дает больше возможностей как и для стран участвовать в течение только 2 дней, нежели чем неделю, и также для болельщиков получить вот этот полноценный опыт. And we're really honored that the World Cup has been the responsibilities of the World Cup has been taken over by the International Federation, and it's a big honor to the U.S. as the country that founded the event. And when we have the opportunity to come to historic locations like Yakutsk or Kermanshah, Iran, where wrestling really is the most important sport in the region, I think it gives the opportunity for us to illuminate the greatest sport man has ever known. И это большая честь для Национальной Федерации борьбы США, то, что Кубок мира был передан под эгиду Международной Федерации вольной борьбы, так как для них это возможности побывать в таких местах, как вот исторические места, как Якутия. And we really do consider this a home match. If you look at the geography, we're actually 500 miles closer to Anchorage, Alaska than we are Moscow. И он действительно считает, что это домашний матч для них, так как они очень близки к Аляске, чем, допустим, из Москвы. Спасибо. Можно вопрос Светлана Захарова, Якутия 24. Как будет организована судейская работа, сколько судей и кто будет судить вообще схватки, есть ли среди них наши якутские представители? This is the question to Sylvester Antonio. She's asking about the referee committee. How many referees do you have, and are there any referees from Yakutia? So first, the referee commission, because here I will also welcome my colleague Mr. Ibrahim Choklu. He's working with me here on the progress, and also Mrs. Norabat Arustamian from Russia, and we have 18 referees here, yes, and we have from each country 1 referee, but because it's 2 matches and we need more referees, and sure, we have also Russian referees here, and from Yakutia we have some referees in this moment. That means that we have to work on this program, that we have to develop more, and I saw that the referee development is working, but you know, when it's coming to high level wrestlers, we need also very good referees, and it's not a fault from Yakutia. I think that it's also controlled by United Wrestling to have a level number from each countries to participate. That was, I think, the reason
for the nomination. And the nomination is coming not from United Auto Wrestling, it's the National Federation, at least, who nominate his best referees for this competition. Для этих соревнований судейскую коллегию выбирает Международная ассоциация вольной борьбы. Он был рад представить его коллег Ибрагим и получается, из каждой страны по одному судье, то есть 8 судей. У нас есть один судья из России, но на данный момент нет судейского, в составе судейской коллегии человека из Якутии. И он считает, что это возможность, то есть это показывает, что нужно еще больше работать для того, чтобы как можно больше охватить по всему миру людей. Можно на этот вопрос я вам отвечу, более немножко грамотный, что Якутия это субъект Российской Федерации. Да? И судьи, которые сегодня представляют Россию, они все находятся в ЮВИ, и они судят. То есть такого нету в ЮВИ, что ты из Якутии или ты из Осетии. Мы все из России, кого сегодня нужно, вот представительно прекрасного пола, Нона, тоже из России, и представляет судейскую комиссию в ЮВИ. Так что вот так немножко, чтобы вы для себя понимали. Пожалуйста. Добрый день. Газета Якутия, где будет. У меня вопрос к Бельчу и Джамбалату Ильичу. К Бельчу, ну вы относительно, вот и здесь присутствующих, относительно самая нейтральная сторона, да, кого вы отнесете к явным фаворитам Кубка мира, да? А к Джамбалату и Ильичу такой более чуть развернутый вопрос. Все-таки вопросы акклиматизации для спорта высших достижений, да, это ну, очень серьезная такая штука. Во-первых, не кажется ли вам, что поздновато прилетели последние вот команды, да? И по Токио 2020 есть ли планы у руководства сборной, да, последний предолимпийский сбор там ближе к Токио провести, там, я знаю, в Якутске, в Красноярске, там, ну, в известных школах борьбы, скажем, центрах. Бельчу, переведите мой вопрос. So he asked about the Tokyo 2020. About the February. Okay, I'm sorry. Favorite team now. Для меня это легко. Болгарии здесь нет. Я могу определить каждая команда, но, по-моему, я считаю, что в этот момент команда России будет лучше, будет победитель этот турнир. Тогда кто главный соперник сборной России, скажем? Не знаю, сейчас это... Хочешь, я отвечу? Здесь сегодня в Якутии собрали самые сильные сборные команды в мире, которые в прошлом году, в 2018 году, на чемпионате мира заняли с 1 по 8 место. Они все сюда приехали. Все сюда приехали, я же уже говорил, что каждая команда настроена на борьбу, и каждая команда хочет победить. Если бы другой задачи перед собой какая-то команда доставила, они бы сюда бы не приехали. Я думаю, такую даль и такой мороз 40 градусов. То, что как проходит сейчас акклиматизация, все в одинаковых условиях, потому что все приехали практически вчера. То, что касается в 2020 году к Олимпийским играм, конечно, если нас
в прошлом выдающийся спортсмен и Виктор Лебедев пригласит сюда, чтобы сборная команда здесь готовилась. И Айсен Сергеевич, глава Республики Якутия, мы с удовольствием это приглашение примем, почему нет. Пользуясь случаем, я бы хотел бы обратиться всем представителям сегодня, кто представляет Новый, что в прошлом Советском Союзе был такой хороший, как сказать, что медведи, соревнования, это были континентальные игры или матчевая встреча сборной России, сборной США и самой сильной сборной Японии. Хотелось бы на это обратить внимание, чтобы обратно это все возобновить, чтобы мы ездили друг к другу, чтобы вот такие матчевые встречи проводили в Америке или в России. Почему я говорю в Америке или в России? Потому что наши школы, они являются в мире доминирующие, самые сильные. И мы готовы также принимать американскую сборную или все сборные, которые сегодня есть в мире, чтобы как-то возобновить все это, чтобы сделать какой-то призовой фонд, чтобы у спортсменов была возможность и бороться, и зарабатывать, и рекламировать, чтобы люди знали, спортсменов олимпийских, наших чемпионов мира, чтобы знали более обширный контингент людей. И почему, вот я хочу еще ответить на тот вопрос, почему в Америке часто проводили Кубок мира и в России. Потому что еще в Иране, я помню, у нас однажды, я один случай вам расскажу, мы в Иране боролись на Кубке мира. И я инициировал, чтобы сборные команды не выходили на ковер. Почему? Потому что призовой фонд обещали, а оказался там на самом деле ничего. И поэтому и сборные команды не выходили, а сегодня есть возможность, чтобы сборные команды, которые сегодня проводящая сторона, чтобы был призовой фонд, как вот сейчас в Якутии, так и был в Америке, который проводящая сторона, и призовой фонд давал. И поэтому почаще проводили Кубки мира в этих странах, где больше условий создавали в России и в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что лучше всех получалось именно в России и в Америке. Поэтому почаще проводили там Кубки мира. Правильно, Пол? Он знает все. Наш Аксакал, авторитетный, уважаемый человек, который уже сколько лет вы всегда на каждую поездку приезжаете, и чемпионата мира, и Кубка мира, и тепло, и по-братски вот так встречаете и там, и здесь тоже хозяин, и там тоже хозяин, я такого не видел. Интернациональный человек. Поэтому можно возобновить все это, чтобы между соперничеством, чтобы самые сильные сборные команды, или они встречались в Америке, или в России, или Кубок мира, то же самое. И главная основная проблема заключается в том, чтобы наши команды беспрепятственно от политических взглядов, чтобы они приезжали друг к другу. Я имею в виду и в Америке, и в России тоже. То, что касается России, мы это полностью контролируем ситуацию, нет ни одного человека, кому мы без медали. И мы бы хотели такое же отношение со стороны наших братьев по оружию, американцев тоже. Перевели? Дармала Андреевич, спасибо. Ну, я последний, наверное, ремарку сделаю такую. Когда Дармала Андреевич сказал, что у нас все четко расставлено, все под контролем. Значит, действительно, все у нас под контролем президента Федерации спортивной борьбы Арсения Сергеевича Николаева, который буквально через 2-3 дня все держит под контролем, проводит совещания, как президент Федерации спортивной борьбы очень четко расставляет. Есть у нас оперативный штаб, который возглавляет Федор Михайлович Борисов, руководитель администрации главы и правительства. И есть у нас очень серьезные, хорошие помощники в лице представителя Федерации спортивной борьбы России. Вот Александр Деревянко здесь сидит.
Они уже, как вы знаете, приехали не первый раз и очень четко помогают нам разбираться со всеми тонкостями подготовки к Кубку мира. Ну, на этой ноте, наверное, разрешите пожелать нашим командам удачного старта и чтобы у нас Кубок мира прошел четко, без сучка до троечки. Спасибо всем. Я вопрос сюда. Дорогие друзья, я не знал, как вы все это поняли, но я намек понял. Бороться еще будем, если золотой медаль. Rich, take it back. Пусть попробует забрать. Ну, хотел я уже дату дать. Я желаю девушке необычной. Вот так сделаешь, да? Золото здесь. Слушай, я